Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии». Мы рассказываем о важных событиях во внешней политике, заметных мировых новостях, приводим мнения экспертов, анализируем происходящее. Итак, начнем. Делегат Федерации Кавказских ассоциаций, доцент университета Аднана Мендереса и представительница абхазской диаспоры в Турции Эльчин Адзинба приняла участие в 19-й сессии экспертного механизма ООН по правам коренных народов. В своем выступлении Адзинба акцентировала внимание на негативных последствиях целенаправленной изоляционистской политики в отношении Республики Абхазия и призвала механизмы ООН уделять больше внимания правозащитным аспектам, в том числе проблеме признания документов, выданных компетентными органами Республики Абхазия. Настоятельно призываем уделять более пристальное внимание правозащитным последствиям, возникающим вследствие отказов в признании документов, выданных компетентными органами Республики Абхазия, отметила она в своем выступлении. Призываем также обеспечивать равноправный учет интересов жителей Республики Абхазия в рамках соответствующих механизмов ООН по правам человека, содействовать инклюзивному диалогу с участием всех сторон конфликта и поддерживать инициативы, направленные на обеспечение свободы передвижения, доступа к образованию, защиты культурных прав, а также возможности представления культурного наследия Республики Абхазия на международных площадках, заявила Эльчин Адзинба. Напомним также, что Эльчин Адзинба уже выступала с подобной тематикой в декабре прошлого года во время 18-й сессии ООН по правам меньшинств в Женеве. После активистка столкнулась с мощнейшей кибератакой в соцсетях и интернете, которую спровоцировали те, кто был недоволен позицией Эльчин по защите прав абхазского народа. Большую роль в этом сыграли представители Грузии, конечно, однако это не остановило правозащитницу от нового выступления и высказывания своей правды. Сегодня мы связались с Эльчин Адзинбой и решили узнать из первых уст, какие цели она ставила, выступая перед экспертами ООН, и как были встречены ее идеи. Предлагаем вам интервью с ней. У нас есть несколько вопросов по поводу вашего выступления в ООН в экспертном совете по правам человека. Насколько мы помним, у вас уже было подобное выступление и презентация в прошлом году, в декабре 2025 года, я имею в виду. Но что было главной вашей целью в этот раз и что было нового в выступлении? Thank you, Arifa. Yeah, you're right. This was not my first time speaking at the United Nations. Спасибо, Арифа. Да, вы правы. Это не было моим первым выступлением в Организации Объединенных Наций от имени жителей Абхазии. В предыдущий раз я выступала на форуме меньшинств, где я представляла абхазскую диаспору в Турции. Во время этих двух выступлений я сосредоточила свое внимание на ситуации с правами человека, с нарушением прав и свобод передвижения людей из Абхазии и непризнанием документов и паспортов, выпущенных в Республике Абхазия, что продолжает отражаться на многих аспектах каждодневной жизни. В этом году отличием было в том, что вместо форума меньшинств я выступала на сессии экспертного механизма ООН по правам коренных народов. Рекомендации этого экспертного механизма напрямую передаются в Совет по правам человека. Это важная платформа, где можно привлечь внимание к нарушению прав человека, что потом приводит к более широкой огласке внутри самой ООН. И другой важной особенностью был уровень вовлеченности. В первый раз я могла говорить о чем-то одном. В этот раз я выступила сразу на двух сессиях, что позволило мне сразу коснуться разных аспектов ситуации с правами абхазов с разных перспектив. И потому, вдобавок к тому, о чем я уже говорила в прошлый раз, была возможность и высказаться о международных женевских дискуссиях. Я подчеркнула, что долгосрочный мир не может быть достигнут в той ситуации, когда Республика Абхазия не берется в дискуссиях и на переговорах как сторона конфликта и переговоров. Какие-либо значительные и эффективные переговоры невозможны, если сторона, которая напрямую участвовала в конфликте, исключена из переговорного процесса в качестве переговорной стороны. Однако еще скажу, что главное отличие было не в речах, которые звучали, а в том влиянии и эффекте,
дискуссии, которое выступление имело кулуарно, так сказать, по ту сторону сцены. Эти выступления и речи — это всего лишь видимая часть процесса, то, что так называется на поверхности. Что действительно важно и значимо — это иметь доступ и контактировать с правильными людьми внутри самой структуры и системы ООН, стараясь наладить с ними прямые и доверительные контакты. И во время своего выступления сейчас у меня была возможность лично встретиться с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькнером Тюрком и представить ему лично краткий обзор по ситуации с правами человека в Абхазии и абхазского народа. Также у меня была продуктивная встреча со специальной группой ООН по правам человека по образованию, где мы обсуждали практически проблемы, связанные с непризнанием абхазских дипломов, которые дают в Республике Абхазия в образовательных учреждениях, в частности, как все это влияет на права на образование абхазских детей и подростков. Если по мне, в этом году выступление было еще более значимее, потому что выступать с речью — это важно, но налаживать связи еще важнее, особенно с теми организациями, которые реально могут иметь влияние на ситуацию на местах. Это были важнейшие дискуссии, которые могут иметь реальный эффект. Так это, сравнивая с прошлыми выступлениями, мне кажется, в этом году все было куда эффективнее. Спасибо, Эльчин. Иногда некоторые люди, критикуя вещи, которые происходят, говорят о том, что это даже не столько к тебе относится, но есть мнение о том, что вот ты уже один раз выступала, и в этот раз выступала с теми же вопросами, по сути. Есть ли в этом какой-то смысл, почему это важно выступать и быть там снова и снова? Что бы ты ответила на такое мнение? В каком-то смысле они правы. Система ООН — это очень большой и сложный механизм, и он очень медленно реагирует и иногда совершенно неэффективен. И не всегда внутри системы можно дождаться решений каких-то по каким-то определенным вопросам. И тем не менее, это самый важный и самый значимый международный форум, который существует на сегодняшний день. И если мы озабочены тем, чтобы абхазский народ был услышан на международной площадке, арене, мы должны участвовать во всем этом, а не стоять в стороне, как я считаю. И в каждом своем выступлении моя цель — быть представителем своего народа, прав абхазского народа и людей, которые живут в Абхазии, чтобы они были частью международных дискуссий, чтобы все это стало частью доклада в ООН и было учтено в механизмах защиты прав человека. Важно, чтобы нас видели, слышали. Если вопрос не обсуждается, не зафиксирован и не задокументирован, его будут игнорировать. В этом году я намеренно сосредоточилась на вопросе международных женевских дискуссий и говорила о том, что мирное соглашение невозможно, если игнорировать Абхазию как сторону конфликта, как сторону переговорного процесса. Нам нужно, чтобы нас видели и слышали. То есть могу понять такого рода мнение. Оно имеет право на существование, и он часто неэффективен. Но все равно, повторюсь, важно, чтобы нас видели и слышали. Полностью согласна, Эльчин. В прошлом году вы подверглись массовой атаке в интернете, хейтерским комментариям. Как вам кажется, почему в этот раз вы все еще готовы выступать снова и снова? Не боитесь ли вы новой волны хейта? Многие мои друзья из Турции и других стран считают, что это не храбрость, а скорее сумасшествие. Не ожидаю, что все поймут, какую эмоциональную связь я имею с Абхазией или ценности Апсуара, конечно. Но если шутки в сторону, я не знаю, это смелость или просто решение не думать о последствиях. Когда растешь с определенными установками, ты не пытаешься просчитать каждый свой шаг, просто
просто поступаешь по совести и так, как правильно. Я вообще редко читаю хейтерские комментарии, угрозы. Конечно, иногда неприятно и непривычно получать сообщения с угрозами и оскорблениями. Например, кто-то написал мне недавно: «Каждый день я молюсь, чтобы ты умерла, красноволосая ведьма». Это все смешно и только. Я улыбнулась, прочитав это. На самом деле, такая реакция говорит скорее не обо мне, а о том, кто такое пишет. Если кто-то желает другому человеку, женщине, смерти только потому, что она мирно и спокойно говорит о правах своего народа, своих людей, то это его проблема. Я полностью готова к таким вещам и понимаю, что это часть публичных высказываний о правах человека. Люди могут оскорблять, унижать, но я отказываю им в праве решать, что я могу говорить и что не могу говорить. И, кстати, интенсивность таких атак только дает мне знать, что вопросы, которые я поднимаю, о которых говорю, они важны. Если никто не реагирует, я бы спросила себя, сказала ли я что-то значимое и важное, что-то об Абхазии, что нужно, чтобы они знали. Я продолжаю спокойно, достойно и уважительно говорить о наших правах, о правах абхазов во всем мире. Все это имеет большое значение для Абхазии и наших людей, и у меня нет причин останавливаться из-за каких-то анонимных комментаторов и недоброжелателей. ЦИК Армении на внеочередном заседании 16 июля утвердил заявку гражданской инициативы под названием «Евразийский альянс о проведении референдума по внесению дополнений в Конституцию Армении». Инициативой предлагается закрепить в Конституции запрет на подписание Республикой Армения таких межгосударственных договоров, которые прямо противоречат другим уже подписанным Арменией и действующим межгосударственным договорам. Напомним, что гражданская инициатива, сформированная представителями партии «Альянс», бывшего депутата парламента Армении Тиграна Уриханяна, в составе 53 человек нотариально заверила проект закона о внесении изменений в Конституцию Армении и зарегистрировала ее в ЦИК Армении 7 июля. Теперь, после утверждения заявки в соответствии с установленными ЦИК регламентом, в течение 60 дней инициаторы должны собрать 200 тысяч подписей граждан Армении. И если это им удастся, то будет назначен всенародный референдум, на котором народ Армении, по сути, будет решать, вступать в фазу тяжелого социально-экономического кризиса на бесперспективном пути в Евросоюз или же оставаться в рамках Евразийского экономического союза и поддерживать стабильно растущую экономику. В соответствии с постановлением ЦИК официальная кампания по сбору подписей стартует 3 августа. Есть сведения, что между ЦИК и инициаторами референдума последние несколько дней шли напряженные переговоры, и в последний день отведенного законодательством срока на внеочередном заседании 16 июля заявка была утверждена, и гражданская инициатива по проведению референдума официально зарегистрирована. Отметим, что на встрече с премьером Армении 1 апреля текущего года президент России Владимир Путин настоятельно рекомендовал провести референдум и определиться в вопросе выбора между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Позже главы стран Евразийского экономического союза также призвали Армению в кратчайшие сроки определиться в этом вопросе путем проведения референдума. Сидящий в раскорячку на двух стульях Никол Пашинян, пытающийся затащить Армению в Евросоюз, но зарабатывать и обогащаться за счет Евразийского экономического союза и в первую очередь России, не прислушался к настоятельным рекомендациям лидеров Евразийского экономического союза. Между тем, из-за так называемого закона о вступлении в Евросоюз, принятого по инициативе прозападных грантовых организаций 26 марта 2025 года, у республики начались реальные проблемы в сфере экономической интеграции со странами Евразийского союза, членом которой Армения является со 2 января 2015 года, пояснил ситуацию в беседе автор инициативы Тигран Уриханян. Юрист, член инициативной группы «Евразийский альянс» Эмиль Маркосян в интервью газете «Грапарк» раскрыл подоплеку инициативы о проведении референдума снизу, который позволит снять противоречия, связанные с движением в двух противоположных интеграционных направлениях, что уже наносит хозяйствующим субъектам в Армении серьезный ущерб и порождает все новые риски. Теперь граждане Армении должны выбрать, быть ли им в Евразийском экономическом союзе или же идти в Евросоюз, заявил в частности армянскому изданию Маркосян.
Продолжаем передачу. Визит главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Россию можно считать очередным сигналом о том, что отношения Москвы и Баку выходят на новый уровень. После периода напряженности стороны вновь делают ставку на политический диалог, совместные экономические проекты, развитие стратегических транспортных маршрутов. На пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой глава МИД России Сергей Лавров подтвердил полную нормализацию двусторонних отношений и настрой на дальнейшее развитие союзнического взаимодействия. По словам министра, стороны констатировали поступательное развитие отношений в духе дружбы и добрососедства, опираясь на декларацию о союзническом взаимодействии, подписанную президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Москве в 2022 году. По словам Лаврова, Москва и Баку одинаково оценивают текущую ситуацию и восполнить паузу, возникшую в отношениях в течение последних нескольких месяцев. В прошлом году объем двусторонней торговли достиг почти 5 миллиардов долларов. Россия остается одним из ведущих экономических партнеров. Имеется значительный потенциал для увеличения нашего товарооборота и движения прямых инвестиций. Наши инвестиции в Азербайджан составляют почти 11 миллиардов долларов. В республике действует более 1400 коммерческих структур с российским капиталом, заявил Лавров. Байрамов подтвердил, что отношения между двумя странами нормализовались. Отвечая на вопрос news.ru, он сообщил о планах возобновить ряд прямых рейсов между Азербайджаном и Россией, которые были прерваны после крушения самолета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая накануне на глобальном медиафоруме в Шуше, заявил, что сложности в отношениях между Москвой и Баку остались позади. Контакты на всех уровнях продолжаются в рабочем режиме. Он подчеркнул, что отношения полностью нормализованы и имеют большое значение не только для двух стран, но и для всего региона. Сложности, которые возникли в азербайджано-российских отношениях, подтвердил изданию news.ru депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. По словам парламентария, главы МИД двух стран, не изменяя традициям, снова встретились для консультаций. Он считает, что это важное событие, свидетельствующее о политической воле двух сторон. Прямых препятствий для того, чтобы развивать отношения между Азербайджаном и Россией, сегодня нет. Байрамов полетел в Москву для традиционных межмидовских консультаций, которые проводятся раз в год поочередно то в Москве, то в Баку. Надеюсь, что и те вопросы, которые остаются открытыми, в ходе диалога удалось сблизить, сказал Мусабеков. Он напомнил, что приоритетными направлениями для сотрудничества являются энергетика, транспорт и торговля сельскохозяйственной продукцией. Российское зерно направляется в Азербайджан в определенных объемах. Баку, в свою очередь, обеспечивает Россию ранними овощами, фруктами в достаточно заметных объемах для российских потребителей. Думаю, сферы также будут развиваться и дальше, сказал Мусабеков. Еще одним стратегическим направлением остается развитие международного транспортного коридора Север-Юг. Этот маршрут должен связать Россию через Азербайджан с Ираном и странами Персидского залива. Руководство стран неоднократно отмечало, что проект позволит значительно сократить сроки и стоимость перевозок грузов между Европой и Азией. Кроме того, развитие коридора будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли, создаст новые рабочие места и повысит транзитную привлекательность всего региона. Север-Юг – элемент нынешней геополитики, заявил же изданию news.ru директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, события вокруг Ирана и Персидского залива показывают, что мировая связанность в Ормузском проливе прекращена, поэтому коридор Север-Юг теперь имеет важнейшее стратегическое значение для всех региональных игроков. Миссия России – связанность Евразийского континента с северных морей до южных. Будем рассчитывать, что инвестиции в проект Север-Юг и связанную с ним инфраструктуру будут продолжаться, а напряженность вокруг Ирана будет не мешать, а наоборот будет способствовать тому, что проект реализовывался, сказал Солонников. После окончания Второй войны в Карабахе была договоренность, что Россия будет помогать и сотрудничать с Азербайджаном для развития транспортно-логистической инфраструктуры и создания кластеров современного производства, напомнил Солонников. По его словам, речь идет о цифровой экономике и искусственном интеллекте. Переход на эту модель крайне важна для России. Многое также зависит и от логистики, и энергетики, и строительства. Кроме того, важен и потенциал развития туризма в регионе. Будем рассчитывать, что кооперация и возможности восстановления будут использованы в том числе Россией, отметил Солонников. Подключение российских компаний к восстановлению в Карабахе будет позитивным моментом в вопросе взаимного сотрудничества, считает политолог, эксперт по
странам Южного Кавказа, заведующий сектором Центральной Азии РАН и ММО Станислав Причин. Это реализуемо при том условии, если компании получат подрядчиков от азербайджанцев или придут с реальными готовыми проектами, сказал эксперт. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.